Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости». В студии Сулья Азими. Здравствуйте. Сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, подписал 35 законов, в том числе закон Республики Таджикистан об упорядочении торжеств и обрядов в Республике Таджикистан, об ответственности за обучение и воспитание ребенка, о Таджикском национальном университете, о показателях для расчетов. Законы Республики Таджикистан об упорядочении торжеств и обрядов в Республике Таджикистан и об ответственности за обучение и воспитание ребенка, принятые в новой редакции, направлены на защиту подлинных ценностей национальной культуры, предотвращение суеверий и предрассудков, излишеств и расточительности при проведении торжеств и обрядов, повышение духовности и социально-экономического уровня народа Таджикистана, а также на защиту прав и свобод ребенка, обучение и воспитание ребенка в духе гуманизма, патриотической гордости, уважение к национальным и общечеловеческим ценностям. Подписанные законы направлены на обеспечение социально-экономического развития страны, повышение уровня и качества жизни народа, укрепление стабильности и спокойствия в обществе, законности и порядка. Законы будут опубликованы в печати. К другим темам. Вода – это жизнь человека и всех живых существ природы. Вода – это не только ресурс для питья, она играет ключевую роль в производстве электроэнергии, продуктов питания, промышленном развитии, экологической устойчивости и других аспектах жизни. Одним из приоритетов политики нашего государства стала тема водных ресурсов, их рационального и устойчивого использования. Поддержка мировым сообществом инициатив лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона в области климата посредством 10 резолюций Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций олицетворяет активную и ключевую роль нашей страны в продвижении повестки дня в области климата на международном уровне. В этом контексте особое внимание заслуживает международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития», которая заложила реальную основу для ускорения действий в водной сфере. С точки зрения мировой экономики, развитие национальной экономики Таджикистана оценивается значительными показателями. По словам специалистов, развитие национальной экономики в 2022 году обеспечено, исходя из эффективных целей, на уровне 8%. В 2023 году на основе благоприятного инвестиционного климата и стабильного сотрудничества государства и частного сектора эти показатели были подкреплены высокими результатами. Это 8,2% на начало 2024 года. Результаты значительны, а перспективы хорошие. В последние годы основное внимание правительства страны было уделено вопросам предотвращения воздействия потенциальных рисков на национальную экономику, эффективного использования имеющихся мощностей, индустриализации страны и создания рабочих мест. Позитивная оценка экономических перспектив Таджикистана уже является хорошим предзнаменованием. Прогнозирование будущего и обеспечение устойчивого развития национальной экономики было прежде всего результатом напряженной работы и предвидения потенциальных угроз экономического кризиса, что осуществлялось путем планирования, особенно разработки конкретной экономической стратегии. Именно поэтому по показателям и исследованиям развития экономики Таджикистана оценивается особыми достижениями, возможности для инвестиций, создания прибыльного бизнес-механизма, укрепления сектора за счет стимулов и ряда других факторов развития. Новый этап социально-экономического развития страны эффективно закрепляется с учетом важных направлений, основанных на государственной политике. В частности, в результате реализации государственных программ и сотрудничества государства и частного сектора при эффективной реализации экономических реформ, реализации стратегий и программ и антикризисных мер за последние 5 лет темпы развития национальной экономики Таджикистана в среднем составили 7,3% в год, а объем валового внутреннего продукта увеличился с 71 миллиарда до 115 миллиардов сомони, а на душу населения увеличился в 1,5 раза. Благодаря конструктивной и успешной политике правительства страны и созидательным усилиям народа, независимо от сложной ситуации в мире и влияния других внешних факторов на экономику страны, стабильное экономическое развитие республики сохранилось. По статистике, объем валового внутреннего продукта составил 115 миллиардов сомони. Темпы роста были обеспечены. За последние 7 лет темпы развития национальной экономики в среднем составили 7,5%, а объем валового внутреннего продукта увеличился в 1,5 раза.
Сегодня достижения оцениваются положительными результатами. Следует отметить, что за последние 2 десятилетия уровень жизни населения страны постепенно улучшился, а показатель уровня бедности снизился с 83% в 1999 году до 62% пунктов в 2023 году. С целью продолжения этого процесса в своем послании парламенту страны президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, поручил правительству страны принять конкретные меры для снижения уровня бедности до 10% в последующие 7 лет. По словам специалистов, в 2024 году прогнозируется обеспечение темпов развития национальной экономики на уровне не менее 8% посредством эффективной реализации принятых программ и планов. В результате постоянной поддержки государства и правительства частный сектор в настоящее время устойчиво развивается, и сегодня его вклад в валовой внутренний продукт составляет более 70%, в обеспечении занятости населения 68%, а налоговые поступления в государственный бюджет составляют 80%. Сегодня правительством Республики Таджикистан уделено необходимое внимание привлечению капитала, введены многие льготы и преференции для поддержки предпринимательской и инвестиционной деятельности. Такой показатель положительно влияет на привлечение большего количества отечественного и иностранного капитала и является основой стабильного развития национальной экономики. Отметим, что в продолжении заботы государства и правительства страны о народе страны в целях дальнейшего повышения уровня благосостояния жителей и укрепления социальной защиты населения с 1 января 2024 года была увеличена действующая заработная плата военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и других работников этих органов на 40%. С 1 июля 2024 года увеличатся страховые, трудовые и социальные пенсии, а также надбавки к ним в размере 30% от установленного размера индексации. С 1 июля 2024 года увеличатся должностные оклады работников органов власти и государственного управления, учреждений образования, науки, культуры, спорта, здравоохранения, сферы социальной защиты, других организаций социальной и бюджетной сфер, а также стипендии на 40%. Следует сказать, что положительные результаты начала 2024 года, которые были обеспечены на основе инвестиций и развития сотрудничества между государством и частным сектором, станут основополагающим фактором для увеличения объема валового внутреннего продукта страны. Уважаемые телезрители, это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами и не переключайтесь.